Здорово, зритель. Я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт, и также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?», а вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Идем дальше. Так, тут надо ввести наше имя. Окей. Погнали. Играем в 3 раунда. Я против дилера. Это, в общем, русская рулетка, но с дробовиком. Он зарядил в рандомном порядке дроби. И, собственно, сейчас непонятно, что тут заряжено. Боевой или холостой. И, в общем, должны таким образом выстреливать. То есть это по очереди он, потом я, либо я, потом он. Ну, прикольно. Давайте, погнали. Блин, даже не знаю. Но я думаю, он зарядил холост... Ну, а вдруг боевой? Давай попробуем выстрелить. В любом случае 50 на 50 будет потом. О, хорош. Отлично, отлично, отлично. Лицо теперь кривое. Окей. Погнали. Ну, я думаю, высока вероятность, что там боевая. Не может быть, чтобы холостой сейчас был. Найс. Легчайше. Класс. Ну что ж, первый раунд был супер легкий. Теперь давай сделаем это более интересно. Берем 2 предмета каждый. Чем больше... Окей. Так. Наручники. Пивас. Окей. Все просто. Так, дилер пропускает следующий ход. Давай это применим против него. Угу. Ну тут я выигрыше по-любому. Ага. Нормально, да? Легкий раунд. Легкий. Так, еще 2 предмета. Оу, найс. Чё это? Так. Нож какой-то. Уф! Уф. Так. Сейчас, наверное... Я там точно помню, было 2 холостых, но сколько боевых, я не помню. Или 3 холостых и 2 боевых. Ну, в любом случае, давай попробуем так.
О, двойной урон. О, прикол. Хм. Ну давай. До свидания. В смысле? Прикольно. Прикольно. Ну, был боевой. Холостой. Значит, там один холостой остался. Высока вероятность, что боевой, значит, стреляем. Отлично. Жесть, он злой. И чего делает сигарета? А, не, да ну. О, о, очень интересно. А, он типа увидел, что там есть. И теперь... Да ладно. Охуеть. Это жестко. Last round. Final showdown. Никаких больше дефибрилляторов. Ничего себе. А-а-а. 4 предмета каждый. О! О, очень надо. О, как хорошо, повезло, повезло. Так, самое что прикольное еще вот в этой игре, то что... Твою мать. То что здесь это... Оформление... точнее, музыка хорошая. Твою мать. Фулл хп. Блин, третий раунд самый такой жесткий. Блин, как же ему везет с этими увеличительными стеклами, просто жесть. Ну все, он сейчас мне 2 хп снесет. Ну что ж, там... Ах ты, сука, блин, нет! А он такой придурок! В смысле? Все же холсты были выстрелены, по-моему. Или я ошибаюсь? Погоди, там сколько холстов было, я не помню. Блин, я не считал. О, найс, отлично. Один остался, походу. Да, это был последний холостой. А, все, у него дефибриллятор выключился. Как ты думаешь, что сейчас? Да, я думаю, холостой, наверное, давай попробуем. Да, холостой, отлично. Там остался один холостой. Ну все, ему пи***. Первого раза. Ни единой смерти. И что это? Оу. Бабки.
прикольным. И после победы над дилером мы получаем деньги и уезжаем вместе с ружьем. Видим, как трофей его забираем с собой. Вообще, глядя на эту игру, появляется очень много мыслей по типу, почему не добавили мультиплеера, почему нету какой-то сюжетной составляющей нормальной, да? И мне кажется, что создатель данной игры, его зовут Майк Клубника, он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали команду разработчиков, или он таким образом привлечет себе команду разработчиков. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией интересной, такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть с таким core геймплеем, прикиньте, игру, где будет мультиплеер, в котором вы будете играть против кого-нибудь. Там, например, можете там против оппонента как-то блефовать, давать ему возможность выстрелить первым, там, и так далее, считать патроны, там, какие были, перетасовывать патроны, там, не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетный делать из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Там добавить какой-то минимальный сюжет, например, историю того, как чел нуждается остро в деньгах, и поэтому он идет на эту русскую рулетку с этим каким-то демоном, потом пойдет еще куда-то выше и так далее, там ради того, чтобы, не знаю, выкупить дом, там, родителей, может быть, оплатить лечение матери, или там, не знаю, спасти душу, там, чью-нибудь, там, прочее, там, сюжетов много всякого придумать, и, соответственно, какие-нибудь этажи новые с другими демонами, там, прочее, увеличение разнообразия предметов каких-нибудь, так далее, так далее, так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная. Но единственное, что я хочу подметить, то что третий раунд, он, по сути, очень легкий в этой игре. Безумно легкий. Он, получается, благодаря этим предметам, которые появляются на максимально рандомной теме, они супер облегчают игру. Например, эти сигареты, которые тебе восполняют хп, и увеличительное стекло вместе в комбинации с этим. С раскладной пилой, которая увеличивает дамаг на 2. Это прям очень жестко. Ну а так вообще, в целом, игра просто пушка, я вам скажу. Игра реально крутая. Хотелось бы видеть его в законченном виде каком-нибудь. Мне бы хотелось больше подобной. Больше хочется подобного. Да. Ну, надеюсь, увидим в скором времени от Майки Клубники по подобную игру, которую я озвучил, там, с мультиплеером или без, там, неважно, но чтоб этого было побольше. И, соответственно, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите в Twitch, либо в Telegram. Собственно, все. Всех с наступающим Новым годом и всем пока.